Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг на тему противодействия коронавирусу. Замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина расскажет об эпидобстановке и принимаемых мерах на 25 сентября. Ольга Валерьевна, доброе утро. Расскажите о цифрах эпидситуации на сегодня. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия на территории республики действует режим повышенной готовности, связанный с санитарно-эпидемиологической ситуацией. В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки выявлено 79 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Исходя из эпидсезона, который у нас на настоящий момент имеет место быть в Республике Саха-Якутия, необходимо обратить внимание, что сейчас основные случаи, большинство случаев начинает выявляться в районах нашей республики. Сегодня в городе Якутске примерная стабильность и 40 случаев выявлено. В Мирнинском районе 7, в Татинском 6 случаев, в Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Хангаласских районах по 4 случая. В Среднеколымском и Чурапчинском по 3 случая, в Вилюйском, Жиганском районах по 2 случая. Наши медицинские организации вместе с управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия работают по выявлению всех ближайших контактов и, соответственно, выдаче соответствующих предписаний для их изолирования. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный случай. Необходимо обратить внимание, что большинство летальных случаев на территории республики связано прежде всего с теми больными, которые имеют осложненные хронические заболевания. И, соответственно, это в основном группа риска граждане старше 65 лет. И поэтому я еще раз обращаю ваше внимание к детям. Я обращаюсь к тому, чтобы берегли своих пожилых родителей, старших братьев и сестер. Сегодня это действительно достаточно важно. Я хочу обратить внимание на такой момент, что лица пожилого возраста, как правило, хотя и являются стойким поколением, потомками которого мы являемся, но достаточно долго происходит сам по себе последующий процесс лечения, в связи с чем на медицинские организации ложится большая нагрузка. Сегодня мы создали весь комплекс, закончили создание всего комплекса дополнительных и инфекционных коек по ОРВИ, и дополнительных инфекционных коек по ковиду. И я думаю, что практически постараемся уже к этой субботе снять все вопросы, которые были связаны с длительностью госпитализации. Мы также продолжаем непосредственно в пределах работать около 4000 исследований в день. Лаборатории работают многие у нас, в том числе и в круглосуточном режиме. И вообще в целом за весь период зарегистрировано, обработано 463 теста на всей территории республики. Я хочу обратить внимание, что исходя из сложившейся ситуации, которая связана и с пожарной ситуацией, которая существует на территории республики, нами сегодня принято решение для больных, которые связаны прежде всего астматиков наших, открыть отдельную горячую линию в Министерстве здравоохранения. Номер этой горячей линии 701-203, 8-914-2-701-203. Этот номер появился у нас в том числе и на сайте Министерства здравоохранения. Даст нам возможность прежде всего разгрузить линию, которая работает у нас по поликлиникам, по скорой помощи, для того, чтобы те, у кого есть астма, в связи с затруднением дыхания, необходимостью оказания помощи, соответственно, они могли обращаться по данному телефону. На что еще хочу обратить внимание? Да, действительно, сегодня до наших медицинских организаций достаточно сложно дозвониться, в том числе до поликлинического звена. Но наши медики поднимут трубку. Сегодня мы усилили медиков, как волонтеров из числа медиков, так и ординаторами. Просто-напросто нужно немного проявлять терпение. Достаточно часто в последнее время в социальных сетях появляется ряд обращений, связанных с тем, что граждане достаточно плохо себя чувствуют и не приходит скорая помощь. Я обращаюсь сегодня к родственникам, которые выступают от имени больных. У меня огромная просьба. Вначале спросите у больных, нужна ли им эта помощь. Мы вчера потратили, наши медицинские организации были отвлечены на выявление больного в
в течение дня, целая бригада на целых 2 часа для того, чтобы мы приехали, нашли больного. И оказалось, что от госпитализации больной отказывается. Тогда как, соответственно, обращение его родственников в социальную сеть заставило нас осуществлять эту деятельность. Поэтому огромная просьба. Есть линии Министерства здравоохранения. Безусловно, мы будем реагировать на любой крик о помощи и проверять каждый случай, если имела место быть длительная госпитализация. Пожалуйста, пожалейте и медиков в том числе. Они работают на пределе своей нагрузки. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в регионе. Теперь к другим новостям. Текущую лесопожарную обстановку Айсан Николаев обсудил на совещании Совета местного самоуправления. Региональная Минэкологии доложила, что на сегодня на территории Якутии действует 6 крупных лесных пожаров общей площадью более 200 гектаров. Глава региона отметил, что последние пожары связаны с сельхозпалами. Об этом свидетельствуют спутниковые наблюдения. Айсан Николаев дал указание Сахамину Афанасьеву потушить все лесные пожары в течение недели и оказать финансовую поддержку тем, кто борется со стихией непосредственно на местах. Главам же сельскохозяйственных районов поручено усилить работу за контролем людей, выезжающих на природу. В первую очередь, в последние дни человеческие факторы связаны с нашими сельхозниками. И поэтому ответственность глав населков, глав районов и сельхозуправления, она крайне здесь сейчас высока. При всем при этом, Сахамин Иванович, я прошу организовать работу наших служб следующим образом, чтобы в течение недели все пожары у нас были потушены. Я считаю, что это вполне возможно, тем более я знаю, что несмотря на тяжелые, на самом деле уже осенние природные условия, люди у нас там в палатках ночуют, работают день и ночь, мужественно борются с огнем, поэтому им нужно оказать на требования соответствующую помощь, если она еще необходима, и с точки зрения финансовой, и с точки зрения материально-технической. Но еще раз говорю, в течение недели все пожары должны быть потушены. 26 миллиардов кубометров газа планируют добыть в Ленском районе Якутии в 2024 году. Значительный рост связан с полным заполнением магистрального газопровода «Сила Сибири». Также, согласно прогнозу социально-экономического развития на ближайшие 4 года, объем добычи нефти по оценкам 2020 года составит более 10 миллионов тонн, а к концу 2024 года увеличится до 11,7 миллионов. Помимо этого, постепенно растет объем производства лесоматериалов. В 2019 он составлял 48,5 тысяч кубометров, в 2020 ожидается почти 52 тысячи, а к 2024 году уже свыше 53 тысяч кубических метров. Суда Лорпа завершили доставку нефтепродуктов по Яне для нужд ГУП ЖКХ. За текущий месяц отправлено около 190 тысяч тонн грузов при плане 267 тысяч. В эксплуатации находятся 210 единиц флота ПАО «Лорп». По реке Яне полностью доставлено нефтекотельное топливо для ГУП ЖКХ и теплоэнергосервиса, говорится в сообщении. Также с причала Якутск продолжается перевозка контейнеров «Ленский транзит» до Нижнего Бестяха, где ведется погрузка металлоконструкции с назначением на Хандыгу. На Колыме завершается доставка каменного угля на Певек. Не приняли работы будущего сквера землеустроителей в Якутске. По мнению проверяющих, они не прошли проверку по новым требованиям к качеству. Когда теперь ждать общественное пространство, выяснял Юрий Осипов. Сообщество землеустроителей еще 4 года назад заложило здесь камень, символизирующий желание иметь собственный сквер. Именно в 2016 году землеустройство Якутии праздновало свой четвертьвековой юбилей. Все в этом сквере посвящено их нелегкой работе. Так, символизирует сквер землеустройства – это история развития измерительных приборов, показаны на покрытиях бетонных. 4 измерения от палки до спутниковой навигации. Потом сам сквер в плане разделен на такие сетки условные. Это отсылка к топографической карте. Для нового общественного пространства отведена довольно большая площадь. При его строительстве применяется комплексный подход, и состоит оно из нескольких составных частей. Новое общественное пространство включает в себя не только сам сквер. Также здесь установлена детская площадка, а вот на этом месте будут установлены павильоны. Его выделят для предпринимателей, чтобы здесь проводились различные акции. Также на соседнем доме вы можете увидеть мурал, украшающий будущее общественное пространство.
Работы по скверу были уже близки к завершению, однако сейчас все элементы благоустройства собраны обратно, а на месте остался лишь памятник. По сообщению Департамента архитектуры, и его тоже будут переделывать. Все это связано с некачественно выполненной работой подрядчика. Управление архитектуры, выступая заказчиками, новые требования абсолютно предъявляем к подрядным организациям, которые занимаются такими видами работ. И вот пример сквер землеустройства, когда подрядчик уже, казалось бы, находится на завершающей стадии, увидев, что недостаточно серьезно он подошел к качеству изготовления малых архитектурных форм, мы предъявили ему требования о демонтаже этих изделий. И сегодня подрядчик производит работы по изготовлению лавочек, урн и вот светильников, которые здесь будет, в том должном качестве, которое заложено и в техническом задании, мы ему предъявляем. Сегодня такой подход применяется ко всем общественным пространствам, строящимся в республике. Он поможет создавать новые качественные объекты и, что не менее важно, заложит новые правила их эксплуатации, что позволит архитектурным новинкам намного дольше радовать жителей и гостей республики. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. После небольшого перерыва в поселке Хандыга Тампонского района продолжили возводить жилье по программе переселения. В этом году приступили к возведению уже не деревянных, а каменных домов. Мария Винокурова продолжит тему. Строительство 28-квартирного жилого дома по улице Магаданской началось в марте. Срок сдачи в октябре этого года. В эти дни на объекте работают 32 человека. Завершена кладка стен и перегородок, установка окон и балконных дверей. Работы по штукатурке внутренних стен, фасада, кровли, вентиляции выполнены на 90%. Электроосвещение и отопление на 30%. Со дня на день планируется запуск отопления. 13 августа начинали, но у нас 4 дня осталось работы там, в задней части. Основное сделали. Мы работаем с 7 до 10, чтобы успеть в срок работу сдавать и чтобы до холода заканчивать. Параллельно строится 64-квартирный дом в 5 этажей по улице Юрия Кудрявого. Бригада из 52 рабочих сделала штукатурку внутренних стен и приступила к шпаклевке. Также подходят к завершению фасадные работы. Если в первом доме все квартиры однокомнатные, то в этом 2 трехкомнатные, свыше 20 двухкомнатных, остальные, почти половина, тоже однокомнатные. В следующем году строительство жилых домов продолжится. Здесь планируется стройка еще 3 каменных домов. Для жилого дома второй очереди уже забиты сваи. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Ежегодно на пашнях Амгинского района после уборки зерна остаются тонны соломы, которая нигде толком не используется. Жителю поселка Покровка Михаилу Александрову пришла идея строительства дома из этого материала. Идею вместе с сыновьями и их другом начал воплощать в этом году. Согласно исследованиям, теплопроводимость у соломы в 8 раз ниже, чем у деревянного бруса, то есть панель толщиной 40 сантиметров может заменить стену из деревянного бруса толщиной 1,5 метра. Сельские рационализаторы после изучения существующих технологий изготовления соломенных панелей в европейских странах и на юге России занялись собственным производством, но с учетом экстремальных температур нашего региона. В день производят по 4 штуки панелей толщиной 40 сантиметров и длиной 3 метра. Используют специальную защитную пропитку на основе жидкого стекла. В этом году планируют построить экспериментальный дом и перезимовать в нем. В случае удачного хода эксперимента предприниматель планирует поставить дело на поток. В феврале выпустили первые образцы испытательные, отправили возили в лабораторию СВФУ «Эксперт Плюс». Там провели испытания на теплопроводность, потом на давление. До 3-этажного дома можно строить. Сегодня в Сахамедиа-центре проходит пресс-конференция с создателями фильма «Пугало». Среди них Дмитрий Давыдов, режиссер, сценарист и продюсер ленты. Напомню, что с 11 по 18 сентября в Сочи проходил кинофестиваль «Кинотавр», где картина завоевала главный приз. А исполнительница главной роли Валентина Романова стала лучшей актрисой. В целом у фильма успешная фестивальная судьба, и это его не первая награда. Творчеству Давыдова принадлежат такие картины, как «Костер на ветру», «Река», «Нет Бога кроме меня» и «Пугало».
На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Оставайтесь на нашем канале.